Так, друзья, ну что, отлично отобедали. Все классно. Чайку попили. Что, пойдем дальше пробовать? Что, наше дело малое. 3-й час. Часика 3 у нас есть. Попробуем. Есть уже какое-то понимание. У берега ближе окунь, а чуть вот дальше можно ловить хорошую щуку. Ух, хорошо. Погода, огонь, ветра нету. Короче, прем, ребята. Идем дальше. Окушков Андрюха подсолил. Все нормально. Сегодня вечером, хотел сказать, пожарим. Пожарить не удастся, так у нас нет сковородки. Есть фольга. Запекем. Добрый день. Да, добрый вечер. Улов есть у вас? Что? Улов есть у вас? Лос есть. Посмотреть надо. А вон там, пожалуйста. Давайте выходим. Давайте. Сейчас, секундочку. Да-да-да, сейчас подъедем. Рыбу опускаем. Будем так, такой государственный инспектор рыбалки Северо-Западного территориального управления по республике. Ага. Очень приятно. Давайте посмотрим большую рыбку. Это все, да? А Мы отпускаем. покушать взяли на вечер? А, ну окуня можете брать. У нас спортивный интерес, да. Мы Там вообще как всё бы купим. по окуню идет суточная норма. Сколько норма суточная по окуну? 15 килограмм. Неделю? Поживем, с буду обратно. Щука 30 А тут, наверное, таких нет. есть. Есть, да? Мы сегодня таких не ловили. Все 5. Есть. 4. Щучка 30 сантиметров. Меряется, знаете как? Ну да, конечно, от начала хвоста, от основания В хвоста. смысле? Ну вот хвост не считаем. Основание хвоста и до головы. Нет, А неправильно. что, не так, а как? От рыла А, до конца обчешуивания. я тоже сам сказал. Только наоборот сказал. Неправильно. Не знаю. Ну, понятно. На неделю, да? Да, недельку поживем. А вы там базируетесь, да? Вон? Сами откуда? Город Сыктывкар. Ухта? Сыктывкар. Сыктывкар? Первый раз у вас. Не ближний свет сюда ехать. Сыктывкар. 16 часов 150 км. Здешний кто-то есть или так просто туризмом? Ну, туризмом, да. Ну, знакомые тоже есть здешние. Много. Ну, много знакомых здешних. Ну, сетями не балуйтесь. Не, у нас таких вообще. Я вообще не понимаю, зачем тут сеть нужны. Ну, когда, в смысле, в плане там щуки, окуня, тут можно на спиннинг надубасить целый самосвал. Мы сегодня честно отпустили, наверное, мешков, не знаю, 5, наверное, картофель можно было собрать. Рыбу море. Ну, Ну, перед отъездом порыбачить. ну, за денечек половим, немножко привезем домой, да, все. Вот так, отпускаем все. А что, много, да, хулиганят? Ну, я из хулиган. Место, да? Не без этого. Не без этого, да? Ну, а как жить на воде и не напиться, да? Ну да. Конечно, на такой реке жить и не напиться. Да. Ну, это тоже можно понять. Можно понять. Не, а также вот, например, ну, ценную рыбу по лицензии можно же ловить? Ну, все. Ну, по лицензии. да? Если есть лицензия. Ну, если- можно, ее же если- можно взять теоретически. Ну, у тебя лицензия есть. Нет, вообще, нет, я мне есть, мне не нужна. Ну, у промысловиков, если есть лицензия, так они и берут А, по лицензии. Угу. Все отмечают, как положено. ясно. А так 256-я. УК РФ. Сука,
Ну там имущество забирают, да, наверное, да? Изымается все. Все изымается. Ну, уже есть право, мы и лодки, моторы изымаем. Угу. Полиция машины изымает. И что, таких частенько попадается? Ну, у нас не, у нас в Коме-то нет, как бы, а на северо-западе, да, было. Мгм. В Пскове как-то изымали. Угу. Мужик поехал тоже порыбачить. Ну, поехал. Ну, от бабы оторваться, да. Как бы это. Отдохнул, все нормально, выезжает обратно. Машина дорогущая. Лодка там, за миллион, блин. Ну, в лодке сеть не разобранная. Ага, Что ага. рыба? А рыба-то, блядь, плотва вот такая хуйня, мелочь. И лодку сюда. Все. Рыбу посчитали. Каждый хвостик обошелся 500 рублей. А сколько за семгу штраф, ну, за хвост? К этому. Бля, это там ущерб идет. Ущерб, да? Суд выносит решение. Ага. А, ну понятно. Диапазон же есть такой, наверное, диапазон? Смотря где ты ее поймаешь, понимаешь? Угу, угу. Просто еще есть как бы места, но как бы она сама по себе запрещена, а есть еще место запретное, да, для лова. Угу. Там все увеличивается в разы. Ну, сик же не запретная рыба. Сик нет. А сколько там размер? Сига 29. Хариус 28, сик Нет, 29. я с Хариуса знаю, что 28, да. Я Хариус 28, да, вот тут на севере 28, понятно, да? А у нас в Каре 28, иди попробуй поймай 28, Да, да, да. Нет вообще. В Перми, он тоже у меня друг тоже звонит, спрашивает, ну тоже такой рыбачок-любитель. Вот, у них в Перми там Хариус 22 сантиметра. Ну вот Архангельская 21 сантиметр, рядышком. Вот я живу, да, в Каре, вот Архангельская область, буквально там 150 километров проехал, 21 сантиметр, блядь. Как законы, блядь, пишут, вообще непонятно. Ну, Архангельск, во-первых, он к нам и не относится. Не, я говорю, вообще, вот разница, да, вот проехал 100 километров, грубо говоря, там 21, а тут 28. В Архангельске идет этот, там какой округ-то, блядь? Там не северо-запад, Нао. А, там отдельно у них. Отдельный, да. Ну, свой Нао. отдельный, да. Угу. Я там я у них пытался сети зарегистрировать, ну тоже, можешь сети зарегистрировать, 2 штуки, ну там, не 2 штуки, а 50 метров. Нет, ты можешь зарегистрировать сколько угодно. Да, ну, Хоть 20 сетей. 50 метров, да. Вот, я пытался у них, они типа, не, говорит, Коми, говорит, не наша, мы, говорит, отдельно там государство, отдельно предприятие, Да, вы, они говорит, не туда имеют все там права. регистрируемся. Это понятно, да. Мы тоже раньше регистрировали, как бы я документы собирал, блядь, тоже, ну, с ближайших деревень мужики приезжают. Ну, там, туда-сюда, ну, надо сети зарегистрировать, все, как бы это. Ну, не хотят быть браконьерами люди, как бы хотят, ну, как бы все по закону, что все нормально. В этом году отправил документы, мне звонят, за что ты охуел, блядь, не имеешь права, нахуй. Почему? Я говорю, блядь, каждый год отправлял, а тут нихуя. Почему? Каждый гражданин должен, блядь, со своей электронной почты, блядь. Хорошо, ну я то же самое. Вот я, короче, писал заявление от руки, сканировал, отправлял электронную почту, потом мне 2 месяца там, ну, ебали, короче, мозги мне там неправильно, и чью указал, там что-то я неправильно указал. В районе там, надо указать там вплоть там до поселка, до деревни, ты будешь рыбачить, короче. Это да. Я указал там Устинский район, да, вот я вот тут хочу, вот на Вычеде рыбачить. Нет, конкретно указывают там, какой поселок будет. Блядь, а что, я должен тут что ли рыбачить, около поселка? Нет, блядь? ну нет, это какая-то хуйня. Потому Ну, что вот мне я так- не мне указывал. Я указывал, допустим, да, река такая-то, Но, район такой-то. ну вот, да. И все. А мне отказали. Мне отказали официально, письмом это, отказали, блядь, блядь. хуйню они спороли. Неправильно это нахуй. Как бы если я, допустим, указал реку, да, допустим, там, блядь, и, Ну, район, да. да, район, как бы, да, такой-то, все. Ну и еще один пункт не понравился, блядь. Ты понимаешь, у тебя будет стоять 3 сети, да, на реке? Да. Ну, на разливе, да? Да. Блядь, все в разных местах, И чё? правильно? Ну, конечно. Ну. А неправильно, блядь. Ты должен находиться возле сетного орудия лова, блядь, с удостоверением личности, нахуй. Ну, вот это вот я вот не читал. А как эти бутылочки-то, ну, там, документы? Ну, это-то да, там номер, все, Да, 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 понятно. да. как бы, Маркировать, да. Да, маркирован и все. Но вопрос в другом. Ты должен находиться возле сетного орудия лова. Ага. Все. Я, блядь, как бы Питеру задаю вопрос, блядь. А как гражданин-то будет, блядь, находиться, да? У него одна сеть тут стоит на разливе, Нет, блядь, подожди, другая я на другом. оставил ее на сутки, я отошел, там, не знаю, палатка там, блядь, у меня 300 метров, он вообще в другой стороне. Ну, по охоте, Я допустим, оставить её да. не могу, что на сутки. Получается, нет. Вот так вот, блядь.
Я говорю, ну полная хуйня. Ну, короче, из людей просто делают браконьеров. Ну, Даже кто хочет стать, ну, ну, за это как бы не знаю. Ну, понятно, ну, Я, допустим, за это драть-то, конечно, может не будет, но... как бы все мы люди, понятно, что, блядь, ну, не можешь ты, блядь, круглые сутки возле нее сидеть, нахуй. Как бы, ну, это полная хуйня. Ну ладно, мужчина. Все, погнали. Удачи. Да, спасибо. Спасибо за информацию. Я себе чуть не хватило, что ли? Граждане рыбоохрана подъехала. Кстати, спрашивал у Вована, когда вот заезжали сюда, ну, имеет право подойти к лагерю, поинтересоваться рыбой. Он сказал, нет, по идее, не имеет права. Ну, рыбу посмотрели. Ну, а так он, Андрюха, вопросы позадавал тут что. Да, мне просто всегда интересно с ним пообщаться. У нас, в принципе, лично у нас они редко, очень весной только бывают. Ну, у нас нет такой рыбы, которую здесь, за какую рыбу они борются, сами понимаете, ребят. Здесь местно ловят сетями, полунами и ловят красную рыбу. Вот как-то так. Ну ничего. Так. Ладно, что, встали на точку, ребят, погнали. Что, полетели? Машка поднялась, да, Андрюх? Хорошо этот трубу одел. Я с собой антикварин брал. Попробуй сейчас эту точку. Что покажет? Я говорю, это что, жилет только один. Смотрю, что-то подозрительно в нашу сторону, думаю, один жилет. Это рыбоохрана, им похер. Ну это да, понятное дело, но все равно как жопу чую. Да сразу было понятно, что это они. Видел, мужик стоял, как только они стартанули, он сразу все это свалил. Ага. А он, видно, с биноклем. Мужик-то... Да, это. Местно это уже, наверное, вот это, каждого этого. И сейчас уже позвонил, наверное, 20... Ух ты! Вот это был татач, блин. Ё-моё. Хороший был удар. Щучей. Да, конечно, щучий. Просто так сальнуло. Что ты подальше, как будто стал, да, Андрюх, от берега. Чуть подальше от берега стал. Да. Угу. Слушай, ну поклевка была. Может вот так вот немножко по диагонали прокидывать Да-да-да. в сторону этого кустика. У меня зацеп. Что-то я не пойму, Андрюх, подвисло просто, понял? У меня зацеп. На второй проводке, короче. Да нет, что-то, Андрюх, не могу понять. То ли забагрил, то ли ветка какая-то. Ну, блин. На самом выбросе, блин. О, хороша. Слушай. Давай, меня там спиннинг будет, смотри. Угу. Сход. Сход? Вообще, блин, здоровая была, слушай. Пиздец. Фух. Начинается, блин, слышь. В колхозе утро, блин. Они здесь не прекращаются. Мне тут шнур, Андрюх. Я понял. Фух. Это просто, я не знаю, Тут не прекращается. я говорю. вообще жесть.
Все, удочка закинута. Кидай, Андрюх. М? Кидай. Есть, да, контакт? Я не жарил. Перевалил Андрюха. По красоте. У меня покрышка была. Слышь, О, мужики, это край, Андрюх. я вижу. Это просто жесть. У меня чуть не вырвало. Я видел это просто, я видел это. А! Слышишь? Это все, это хана, это десятка, ребята. Не суетись, Андрюх, не суетись. Ух, Спиннинг пониже пускай. ух, И поднимаем. ух. Красавчик. Я чуть с этого не выпрыгнул, понял? Пулю тоже. Ага. Тихо-тихо поднимается. Не-не-не, давай вниз. Пускай. Ну не десятка. Не десятка. Ну шестера, наверное, точно есть. Сейчас мы сейчас бахнем. Не торопись. Тихо. Пятерочка, да, Андрюх? Пятерочка, да? Вот тебе прет, а? За всю жизнь только не ловил, да? Просто за один день. Да ничего не говорит, за полдня, блин, Андрюх. Да это все рыба хорошая. Отличная рыба, просто. Шикарно. Вообще мощно, мужики. Я это вам говорю. Да, не крупная такая, а что-то показалось так. Вам садило хорошо, наверное, да? Очень сильно ударило. Блин. Ну я всек его так прям по-настоящему уже, короче, как полагается. Продолжаем доставать. Продолжаем дубасить. Продолжаем дубасить, реально. Да не, что-то я так у страха, короче, велики. Не особо-то и крупно, Андрюх. Да не, ну щука-то хорошая. Ну какая? Ну, что-то озорная какая-то. Что-то она как-то схватила так интересно, что я прям немножко растерялся. Че, бодается? Да, не хочет? Не знаю, как в каких там рукавицах надо брать. Ну вот так вот, и все, под крышечку ее. Спокойненько, да? Слушай, ну это да, это четверочка такая. 3,5, наверное, даже, да? Да, пойдет, да? Вот такая, да. Красавица. Молодец. Цепляй ее, да. Шнур, смотри, Да. ушла. Спасибо, Май, за поклевочку. Вот она пошла. На десятку, да, Андрю, глубины? Глубина, друзья, 10 метров. Вообще жесть. Вон 9,4. 9,4 глубина. Потихоньку, Андрю, перелезь. О, отпускай сразу, отпускай. Все, перескочил. Угу. Что делать? Ну, перелазь давай. О, красава. Уже стал понимать, понял, Андрю? Видишь, то бишь, опыт приходит во время тренировок, так скажем. Ну там не такие коряги, веточки там какие-то. Там ветки, да. Да, какие-то кочки, веточки.
Постояли. Ну что, мы тут нормально тряханули с утра. Идем дальше, выше. Мы участок-то только начали его проходить. На такое логово нарвались. Блин, удар был. Угу, видел. Угу, Садила? угу. Была поклевочка, Андрюх. Я думал, коряга. Ух ты! Угу. Это мой рекорд. Я думал, коряга зацеп. Да я видел, но подвисла просто, да? Да, я хотел ее. Не, все, Че? не идет. Жесть. Че там Андрюха зацепил? Жесть. Что такое? Кто там, Андрюха, у тебя? Она не идет вообще, она. Покажи хоть чуть-чуть, хотя бы. Все равно отпускаем, блин. Пойдет. Что-то такая, слышь, там, непонятно. Шестерочка, Да, по-моему. да, да. Без мен опять не взяли? Не взяли? Походу. А, у Сереги есть. Вон, добра, Андрюх. Вообще. Красава. Вообще молочага. Ух, да. Зацеп. Зацеп, да. Я еще взял, так все подергал. Да. Тык-тык-тык. Туда, блин. Я видел, да. Тише, мать. Что, Андрюх, сколько там? М? Сколько там примерно? Не знаю, пятерка точно. Пятерка есть, да? Я думаю, что под 6, да. Я понимаю, что тебе неприятно. Все. Свалил? Я не смог ее вытащить. А, ну ладно, что, Андрюх, все равно ладно, отпустил. всё равно, ну, говорю, шестеро где-то, да. 5-6 килограмм щука. Жалко, что не достал, но это был крокодилус очередной. Да, жесть. Ну, это мой рекорд, наверное, да, шестерочка такая, да. Чуть-чуть Андрюха не достал. Но они, блин, тут мощные, да, Андрюх? Да. Согласись? Прям реально такие злые. Прикинь, да, из-под сачка выскочить. Прям выпрыгивают, реально мощная рыба. Прям крепкая, мощная. Ладно. Немножко сдвигаемся. Отрывались уже. Полминуты. Все, да? Угу. Не успел даже провести, Андрюх. Я говорю, блин. Дрова дровами.
Вон, у меня тоже. Да-да. Вот. Сейчас подъеду. Перебазируй. Там место было такое более бескоряжное, а вот сейчас вставали уже 2 раза и, блин, коряга на коряге. Так уже сегодня оторвали много. Сейчас Андрюха ищет более такое, чтобы прогалы какие-то были. Между коряжек где-то можно было немножко попробовать. А так вот все, ребята, 7-8. Там 10 было, 12 находили. Глубины хорошие. Рыбейка пошла. Да, это рыба. Окунек, наверное. О! Метров глубина. Что там Васильевич у нас делает? Кого-то там ожидает. Немножко переместились в другое место. Там дрова лютые вообще просто. Тут немножко... Ох, у меня удар был. У меня на выбросе, прикинь, Андрюх. У меня тоже. Там же мы окуне проплывали. Стая была. Все, да? Нет, прошел. Есть. Офигеть. Понял. Сход. Что, да? Что-то я не понял, Андрюх, нифига. Что такое было? Или коряга, или что-то. Скорее всего, коряга, да. Подвисание такое, ничего не дергает, ничего. 30 грамм здесь много. Быстро падает. Поменьше поставим. Окунечек, да, Андрюх? Окунечек. Ну, хорошо там есть. Под бережком. Сейчас попробуем. Тоже туда Ну, там ветички нет. замастерить. Стоит окунек там, да? Сразу хапнул, да? У меня тоже поклевка была. Побилон. Сразу колобок местный. Соскучились что-то мы уже, Андрюх, по ним? А? Что-то соскучились уже, говорю. Ну, С утра-то такая раздача была по окуням. сразу местный колобок. Да, они тут все такие едовые. Все едовые, блин. Андрюха кого-то зацепил. Угу. Колобочки наши любимые. Красота. Понял? Может, колобки здесь. Может и колобки, да? Да, может быть, и колобки быть. Видишь? Угу. Туда встанем, туда будем бросать. Попробуем так сначала. Вот пошло на яму. Вот Мгм. что этот свал можно бросать. Угу. Вон она пошла. Да, да. Сейчас посмотрим, может кого увидим.
В общем, ребятки, что? С вечера плохо, да, Андрюх? Ну, пробили там всю полосу. Не знаю, может, днем она клювала. Рыбу показывают. Тут вообще вот в протоку зашли. Тут какая-то, не знаю, то ли плотва, то ли что. У нас 6 часов. Ну, поем на лагерь. Сейчас наберем водичку, тут речка впадает. Чистая, холодная. Поедем готовить ужин. Отдыхать, дровишки надо еще на печку заготовить. Так, что-то. Вот у меня одна была, что-то у Андрюхи сход там был. Не знаю, у Васильевича что-то. Так, все, посмотрели. Короче, денек был отменный. Ну, вечер тогда так себе. Больше катались, больше смотрели. Ух, поедем отдыхать. Так, ребятки, ну что, сегодня у нас ужин окунь. Будем запекать его в фольге. Андрюха взял фольгу. У нас есть масло сливочное. В принципе, и сало можно внутрь положить. Мы, короче, его сделаем так. Внутрь положим масло, майонез. Майонез этот растекется, как соус будет. И в майонезе тоже много масла. Поперчим, посолим и все. Как-то так. Андрюха засолил уже, красавцев. Кошки, конечно, добротные, да. Тут одного такого на человека хватит прям. Перчим с двух сторон. Маслица туда внутрь. И мазиком сейчас, ребятки, зальем все это дело. Будет огонь. 3 котлеты сделаем. Нифига себе, да. Мощно, мощно. Все серьезно, Васильевич. Сам же знаешь. С голоду не помрем, братан. Когда такие окушки. Голодухи не помрем. Теперь обязательно на другую сторону переворачиваем.
А в двойной, да, слой? Да, обязательно. В принципе, нормально. Будем экономить. Фольги тоже мало. Раньше тоже возил постоянно, блин. Это все вот этот газ, блин, убивает. Раньше же все костер. Туда-сюда. Первая котлетка готова. Ну, в принципе, вот таким образом все остальные. Вот Васильевичу пойдет как раз. Вот. Угли положим. 20 минут. Рыба готовится очень быстро. Получается собственный к соку. Ну, на любителя она не жареная, а будет вареная, пареная, пареная. Вот как-то так. Вот такие котлетки сегодня у нас на ужин, господа. Не, говорит, Андрюха, господа, говорит, это там, говорит, у нас товарищи. Все правильно, товарищи. Фольга еще пригодится. Так что еще на завтра, если сковородку не раздобудем. Может, и раздобудем. А так-то бы, конечно, жареного окуня сейчас поели. Ого-го. Да, это самое вкусное. Самая вкусная рыба, это вообще окунь жареный, ребята. Крупный. Именно крупный, конечно. Что по кости нет же. Тут вот такие телята, вон 700 грамм вот этот, ну. Да, это местное великолепие. Ну-ка. Что, затариваем? Давай. Опа. Сверху немножко присыпать, да, да. Да, обязательно. А, ну чё, Вообще даже не подойди. жар хороший. Сейчас присыпем, да. Быстро они сделаются. 15 минут, по идее. Все готово. Сегодня желание бешено присутствует посидеть, да? Вчера мы с Серегой посидели, конечно, подпенная. Андрюха после дороги очень сильно устал. Во, фаза. Что-то не горит. Я выключу. Ее подкрутить просто надо. Не-не, пускай. Да-да-да. Будем экономить. Вообще класс. О, вот это я понимаю. И скоро у нас окунек, ребятки, подходит. Здорово вообще. Погода позволяет. Смотрите, штиль такой. Че не балдеть. После такого вообще дня эмоционального у меня лично это вообще труба. Что там, Андрюх? Шкварчит. Надо минут 5-6, наверное, еще. Ну, еще 5 минут, да, Ну точно. давай, слышишь, крупноватый, немножко побольше подождем. Потому что, блин, боюсь, что не пропекется внутри. 700-граммовые кабанчики, блин, ё-моё. Да, вот так поддержим. Мы сейчас тут их откроем. И кажется, в тарелочку просто будут ложить. Вот и все. Можно, Кусок отломил, положил и ешь. Все. можно так, Андрюха. Можно по-другому. Можно прямо оттуда, да? О. А ты какая-то, чтобы вышел, да? Это? Страшно. Шкурка должна подняться, и там должно мяско быть четко, ну, пропеклось нормально. Есть, да? Да, хорошо все. До конца разрезаем. Вот Да, сейчас сделаем красиво. Немножко прилипло. Ну, со шкура сойдет. Ну, шкура сойдет, что поковыряемся. Хорошо. Пахнет хорошо, ребята. Мне кажется, и нормально будет. Первый. Пробую.
Ну как? Вот так, смотри, Васильевич. А, нифига, Да. прикольно. А там мяско. Можно было соль побольше, конечно. Ну ты сказал не солить больше, Андрюх. Ну, я и не вроде побоялся. посолил, но видишь, они это видно. Лобки-то большие. И соли на них было больше было. Василий, что стесняешься? Налетай. Слушай, огурцы, ребята, берите. Короче, рыба, ребят, получилась класс. Нормально. Белое мясо. Шикарно. Да, нормально. Поковыряться можно. Ну давай, доставай. Там масло сливочное. Вот это вот ты. Вот это. Там соус. Соусок, да? Да. Огонь. Ну что, запрыгнем в день? День хороший, эмоционально лично для меня вообще. Просто класс. Я очень классно отдохнул. Окунек, ребятки, очень великолепный получился. Он сам по себе, ну, жирный здесь. А вот это масло, вот этот соус, вот так просто можно делать, и вот так. А? Великолепно. Вкусненько. Белое мяско. Такие окуни добротные. Таких можно запекать, конечно. Песня. Просто песня. Ночной, ребята, на Ринмар. Тут в данном месте как раз очень близко проходят. Потому что здесь как раз по глубине, там очень меляк. Ну и дальше уходят. Фуры стоят. Ну, скорость такая, 15 км в час. Вот такая, ребят, баржа здоровая. Охренеть, блин. Ночью ходят, да? Ну, буйки работают, светятся. Идет по точке.